ознакомить вас вот немножко детальнее. Значит, мы сейчас посмотрим, как Кыргызстан продвигается в русле глобальных инициатив, что уже сделано и что планируется. Вот на самом деле первый слайд демонстрирует, что удалось нам в рамках продвижения инициативы устойчивого развития в Кыргызстане. И то, что я уже говорила, что официально объявленный политический курс страны на устойчивое развитие – это факт, который имеет место. Сегодня уже сформированы базовые законодательные методологические основы для стратегического планирования по устойчивому развитию. Речь идет о том, что разработан закон по стратегическому планированию устойчивого развития. К сожалению, он дорабатывался. Я вот сейчас его текущий статус точно не могу сказать, но то, что он в парламенте, это точно. Он был одобрен правительством. А методология – это методология и стратегирования, методология бюджетирования этих документов, стратегических документов по устойчивому развитию. Они имеют официальный статус и утверждены Министерством экономики как органа, которому такое право дали по утверждению нормативов такого уровня. Сегодня, уже я говорила, в областях и местных сообществах по-другому смотрят на развитие и про будущее, которые хотят они рассматривают через призму вопросов, взаимосвязанных устойчивого развития. Дальше. Сегодня у нас в стране при поддержке ПРООН разработан и апробируется обучающий модуль, я его так называю, потому что он еще не формализован, но то, что мы его точечно апробировали с ГКС для обучения государственных служащих и муниципальных служащих в областях по устойчивому развитию, это факт. Мы ознакомили по-моему, семинар сделали и для представителей вузов. Кто был, это примерно те вопросы, но в более широком содержании. Вот. Что касается вузов, то мы, работая тесно с Министерством образования, знаем, что и в вузах, и в школах уже, в ряде вузов и в школах введены часы, и есть кафедры, и часы тоже по освещению вопросов устойчивого развития отдельных тем. Важно, что программа внешней донорской помощи, она сегодня тоже формируется на основе наших национальных приоритетов устойчивого развития, то есть в связке с этими приоритетами. Сейчас, я вам уже сказала, что формируется отчет по оценке выполнения этой стратегии за 3 года. И вы знаете, кто работал с этими документами, со стратегией программы, что все цели развития тысячелетия, та инициатива, которой до 2015 года мы поддержали эту инициативу, они имплементированы в этот стратегический документ. Листайте дальше. Можно? И по ЦРТ, которые сегодня у нас имплементировали в наш стратегический документ, я немножечко остановлюсь вот на чем. Что в 2001 году мы к этой инициативе присоединились. Эти цели стали каким-то тоже новизной и каким-то мировым барометром, который объективно оценивал успехи или неудачи отдельных стран, которые присоединились к целям развития тысячелетия. Побыстрее можно? Дальше. Вот эти 8 целей устойчивого развития мы освежим память, потому что они являются неотъемлемой составляющей цели устойчивого развития, которые приняты на пост 2015. Вот здесь вы видите, что разный шрифт окрашен в разные цвета, и он означает очень коротко, что сегодня у нас очень проблемными являются 2 цели, 4 и 5. Ну, вторая цель, она где-то у нас тоже обеспечение всеобщего среднего образования не является благополучной сегодня и тоже окрашена в такой вот ближе к кричащему. Но то, что по здравоохранению вы видите цифры, которые нам надо достичь и которые фактически имеются, что улучшение охраны материнства, целевой показатель 15,7, у нас 54,7, то есть превышает материнская смертность в 3 раза где-то, да, более чем в 3, а детская смертность где-то в 2. Это плохие показатели, но это отдельная тема, у них есть отдельный план здравоохранения. И сейчас вот будем готовить отчет по 2015 году, надо будет ожидать, что эти показатели улучшатся. Что касается обеспечения всеобщего среднего образования, то надо отметить, что
сегодня у нас стопроцентного охвата образования в среднем у нас сегодня нет. Да? Вот, и это не есть хорошо, потому что это есть целевой показатель. Можно дальше? И какие мы извлекли уроки из присутствия 15 лет, так сказать, мы двигались в эту сторону, чтобы работать над глобальными целями. И какие мы уроки извлекли? Оказывается, очень важно, чтобы на самой начальной стадии был четкий координационный механизм. А мы тогда только присоединились в 2001 году и нечетко как бы понимали роль координации для того, чтобы, так сказать, какие-то превентивные такие вот политические меры принимать. Наверное, это сказалось. У нас только в 2009 году мы создали Координационный комитет по ЦРТ, тогда, когда в 2001 присоединились. И вся эта инициатива, она, так сказать, держалась на активностях экспертного сообщества с ПРООН, вот они готовили отчеты. Конечно, это урок такой вот, который сегодня я вам сейчас расскажу, который мы извлекли правильно. И главное, что сейчас, 2015 год, он в Кыргызстане рассматривался как новая точка отсчета в развитии уже страны, уже в контексте глобальных инициатив на пост-2015. А как же Кыргызстан будет развиваться после 2015 года? Следующий это. И вот этот процесс национальных консультаций, прежде чем говорить про цель устойчивого развития и будем ли мы присоединяться, и примем мы их, и будем ли участвовать в этом саммите, начиная с 2013 года, 2 года шли в стране консультации. И вот этот процесс национальных консультаций, продвижения, вернее, процесс национальных консультаций по приоритетам развития на период после 2015 года, он, конечно, совпал политически с событиями, когда мы уже определились в будущей модели. То есть, когда мы говорили про устойчивое развитие, это не было какое-то словосочетание из космоса, потому что уже у нас была принята национальная стратегия устойчивого развития. Следующее. И вот весь срез, собственно говоря, этих инициатив, когда были большие исследования, провели национальный опрос, там во всех регионах где-то это была выборка порядка 20 тысяч граждан. Это нельзя сказать, что это маленькая выборка, это большая. И тоже были обозначены приоритеты гражданами любого, ну так, с разного уровня страны. И по результатам этого опроса те приоритеты, которые обозначили общество, что важно, да, на будущее развитие, вы знаете, там по иерархии стоял на первом месте государственное управление. Наверное, наверное, это отражает, собственно говоря, нынешнюю как бы систему управления, особенно вот в регионах. И далее, когда отчет по целям устойчивого развития был сформирован, он в Кыргызстане тоже обсуждался. И расскажу, как дальше пролистывайте. Он обсуждался следующим образом, что итоговый документ был вынесен на комитет по целям по ЦРТ. Но на этом же заседании Минэконом при поддержке, собственно говоря, всех министерств и ведомств, которые поддержали эту идею, мы трансформировали на этой площадке комитет по ЦРТ в комитет по целям устойчивого развития. Потому что уже знали, что мы уже поддерживаем эту инициативу и принимаем эти цели устойчивого развития. Комитет по целям устойчивого развития стал как бы правопреемником прежней площадки, но с расширенными функциями. Потому что целей-то достаточно много, 17, и туда уже вошел практически весь состав правительства. Поэтому как бы выдвинулось предложение, что комитет будет иметь более высокий статус. И было предложено, чтобы он был сформирован под управлением премьер-министра, и это уже утверждено постановлением. Это я информирую. Сейчас просто по персоналиям подготовлен уже состав этого координационного комитета, и когда получится с министерства, вы увидите пофамильно, кто входит из руководителей каждого министерства в этот комитет. И теперь предложено
в положении этого комитета, что наиболее сложные вопросы по целям устойчивого развития будут выноситься не просто на заседание комитета, но будут выноситься на заседание комитетов парламента, потому что каждая глава комитета парламента, он является членом совета. Но если мы присоединились к глобальной инициативе, потому что это не должно быть стать работой одного министерства. Это страновой срез работы, это такие же огромные важные вопросы. Мы сейчас посмотрим эти 17 целей, которые должны рассматриваться всеми ветвями власти. Поэтому вот предложена была такая схема, она была согласована и принята. То есть у нас есть Координационный комитет по устойчивому развитию. И сейчас мы разработали, как будем двигаться по адаптации этих целей. Вот что предлагает глобальный мир по целям устойчивого развития. Он предлагает 17 целей. 8 целей, они целиком и полностью упакованы сюда. Это цели развития тысячелетия, они так и будут продолжаться. Первая цель – нет нищеты и голода на планете, это крайняя бедность, обозначена в ЦРД была. Здоровье в любом возрасте, там тоже это была цель. Образование была, гендерное было, это те, которые мы и двигали до 2015 года. Рациональное использование водных ресурсов – новая цель. Доступ к энергии – новая цель. Устойчивый экономический рост был, инновации, снижение неравенства, безопасность городов, что там, рациональное производство потребления – новая цель, и еще как с ней работать мы будем думать в процессе адаптации. Борьба с изменением климата – новая цель. Сохранение озер, морей, океанов. Сначала мы обсуждали, что для нас эта цель не актуальна, мы не близки к морю, но когда мы посмотрели подцели каждой, то одна из подцелей там идет как сохранение экосистемы озер. И тогда мы поняли, что нам надо идти в глубину по цели и смотреть, что для нас приемлемо. Это будет делаться вот сейчас в процессе адаптации. Потом там идет защита экосистем суши, потом есть правовой вопрос, доступ к правосудию, чего тоже не было, и, по-моему, партнерство и участие гражданского общества во всем в этом процессе. Вот эти 17 целей. И посмотрите, мы недавно встречались с руководством ПРООН и тоже обсуждали этот вопрос. Для нашей маленькой страны даже мониторить весь этот набор целей – это сложно. Это новизна большая, там идет много по цели, и индикаторов всего около 700. Страны сегодня, которые уже адаптировали под цели, эти цели, такие как Китай и Япония, они тоже ограничились очень небольшим набором целей и подцелей. Вот даже, по-моему, мне сказали, в Китае около 300 индикаторов. То есть они взяли половину, значит, цели по цели примерно так, чтобы каждый индикатор на подцели. Потом, в конце этого года, при поддержке тоже одного из проектов ПРООН «Бедность окружающей среды», мы сделали дорожную карту с Министерством экономики, как мы будем идти, каким путем, чтобы имплементировать эти цели устойчивого развития в долгосрочный концепт устойчивого развития. Сначала говорили о том, что это будет концепция устойчивого развития. Сейчас, как я поняла, идет обсуждение на экспертном уровне, что будет либо стратегия формироваться, скорее всего, что стратегия долгосрочная, и уже под стратегию будет предложено правительству тоже делать либо среднесрочные планы, как продвигать эту стратегию, либо среднесрочные программы. Вот сейчас, я не могу вам больше информации сказать, потому что это последнее, которое эксперты сегодня обсуждают, что концепция может быть, как первоначально обсуждалось, и заменится стратегическим документом, но долгосрочно. Это первый шаг. Второй шаг – это будет идти параллельный процесс адаптационный вот этих целей устойчивого развития. Их же надо имплементировать в эту стратегию. Как он будет идти? Вот я сидела и продумала. Вы знаете, на самом деле, чтобы убедить все категории заинтересованных сторон, и начиная официальный уровень правительства, общественность, донорский состав. Почему Кыргызстан из 17 целей возьмет 5 или 7? Почему он возьмет из этих целей, подцелей там 30?
То есть нужна будет некая унифицированная методология, некие критерии, по которым мы будем доказывать, что эти цели, они актуальны для Кыргызстана, самые актуальные, а менее актуальные, может быть, мы откажемся только потому, что процесс мониторинга, он должен быть очень гибким, оперативным, чтобы нам в этом огромном маховике не застряли, когда будет огромный набор этих индикаторов, для которых еще даже, может быть, статистики не быть. Потому что не вся статистика будет адаптирована под эти цели, правильно? Вот, поэтому есть намерение у Министерства экономики, это обсуждалось и у экспертного сообщества, чтобы на площадке Минэконома этот процесс запустить, сначала обсуждать, как подходить к адаптации. Поэтому, хоть моя презентация называется «Последующие шаги по адаптации», но это сегодня нулевой вариант. Это новая работа для всех нас будет. И откровенно признаюсь, что еще нам придется продумывать эти первые шаги, как будем адаптировать. Если есть у кого какие-то идеи, пожалуйста, Минэконом открыт для того, чтобы встретиться, обсудить, обговорить, это будет очень ценно. Вот. И все рекомендации, которые наработает группа по адаптации цели устойчивого развития, она рекомендации этих и набор адаптированных целей предложит, чтобы их уже, собственно, чтобы они встретились с приоритетами долгосрочного развития, которые будут предложены в стратегии. Вот это моделирование. То есть группа по разработке стратегических приоритетов работает, тут идет адаптация, идут промежуточные консультации, и начинаем уже говорить. Приоритет есть, измеряется соответствующим индикатором и целью, или по целью. Вот так будет сформулирован долгосрочный вариант или модель устойчивого развития Кыргызстана. И все, наверное, что там? Следующее у нас что? Вы знаете, это уже идея, это тоже в эту же копилку, и можно оценивать как последующие шаги по продвижению идеи устойчивого развития. Это ПРООН, ЮНЕП предложил Кыргызстану вот эту новую инициативу, заявка по ПЭЧ, которая называется «Партнерство за действие по зеленой экономике». Это ресурс, Кыргызстан решил им воспользоваться, присоединился к этой тоже инициативе, написав заявку, и уже после 2017 года вот этот ресурс, он придет в страну, потому что одобрили нашу заявку, и им тоже надо будет воспользоваться для того, чтобы он именно отработал эти ресурсы для того, чтобы и в том числе в системе образования, то есть в образовательном компоненте. И еще сегодня приехала миссия «Биофин», это тоже в эту сторону, когда предлагается оценить ресурсы, которые идут на в сферу, значит, по экологическим вопросам охраны окружающей среды, и ресурс, который, где есть вот дефицит, по каким статьям будет обсуждаться с тем, чтобы, может быть, тоже международные донорские организации могут оказать помощь Кыргызстану. Все, спасибо.